Давид Архан побывал в зоне СВО в нескольких амплуа. Последнюю командировку он провел в боях за освобождение приграничных районов Курской области. Однако начинал как руководитель общественной организации. В первые дни конфликта Давид даже записал видеообращение к заместителю командующего ВСУ, бригадному генералу Анатолию Шевченко, с призывом сложить оружие. Всем привет из солнечной Якутии. Хочу обратиться к заместителю командующего объединенными силами аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины, бригадному генералу Анатолию Шевченко. Толик, брат, мы вместе учились в Уссурийском Суворовском военном училище. В одной роте, в одном взводе, в одном отделении. Жили в одном кубрике. Мы были очень дружной командой, командой кадетов, единомышленников. Помню тебя решительным, смелым, очень умным и сильным парнем. Ты знаешь, у нас никогда такого не было, что мы разделялись на нации, на русских, украинцев, якутов, тувинцев. У нас никогда такого не было. Мы были одной нацией, но волей судьбы, волей тех недальновидных политиков, которые были тогда, мы оказались по две стороны одной баррикады. Толя, на сегодняшний день пришло время разрушить эту баррикаду. Я всецело поддерживаю политику, которую проводит наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Надеюсь, восторжествует справедливость, и вы присядете за стол переговоров, вы поднимете белый флаг, потому что мы одна нация. У нас единая история, у нас единая цель. Толик, я жду тебя у себя в гости. Наше дело правое, мы победим. Это мой одноклассник по Суворовскому военному училищу Уссурийскому. Мы в 92 году вместе заканчивали. О том, чтобы они подняли белый флаг, чтобы они сдались, и что мы всецело поддерживаем политику, проводимую Владимиром Владимировичем Путиным. Обращение сделали, и оно до сих пор гуляет. И когда я бываю там, меня всегда узнают, что ты, да, действительно, ты делал обращение, тот человек, который делал обращение. Толя Шевченко поехал учиться в Киевское ВОК, высшее общевойсковое командное училище, и закончив, он присягнул украинской армии. Да, у нас своя группа есть, и некоторые говорят, что Толя предатель, он с нами учился, но предал свои те идеалы, которые мы учились, которые нас учили отцы-командиры. Не знаю, тут вопрос открытый, но когда мое обращение оно вышло, оно разлетелось по всему, скажем, миру. Кто-то сразу негативно. У нас в республике сразу восприняли это негативно. Да. Зачем нам вмешиваться туда? Российская армия все сразу выиграет, и все, будем хорошо. Но есть люди, которые взяли мою сторону, и потом ребята выходили с разведки, сказали, что он меня услышал. По крайней мере, услышал. И, он по ходу своей служебной деятельности он ответ не мог дать. Я думаю, что он услышал меня и нормально воспринял этот мой призыв. В апреле 2022 года началась работа с подшефными регионами на новых территориях. Давид вошел в рабочую группу от Якутии. Ей предстояло заниматься восстановлением города Кировское в Донецкой Народной Республике. На мне был социальный блок. Я занимался реабилитацией больных, раненых, отдыхом детей и всеми социальными вопросами, которые были у жителей там, которым мы могли помочь в то время. И так получилось, что наша делегация поехала в мае 2022 года в город Кировское. Мы приехали иностранное государство, скажем так. На ходу были гривны, как гривны, так и рубли. Все начинали с нуля. Все было интересно, но в то же время было опасно, что рядом шла война, и были всегда прилеты. В Кировском якутян ждали с нетерпением. На них возлагали большие надежды. Город предстояло вырвать из временной ямы, в которую он попал после развала Советского Союза. Знаете, вот такое впечатление создается, как будто это конец 80-го, оно застряло там. Мы очень были удивлены тем, что в магазины заходишь, и там карты не принимают. Там вот эти были счета деревянные кругляшками. Когда мы предлагали вот эти карточки, вообще не принимали. И
когда 5000 купюр даешь, они так смотрят, о, такие деньги, что ли, говорят, есть. Вот. Телефоны вот такие вот были, которые в советское время были. А в школах, когда мы поставили компьютерные доски, они вообще были удивлены, потому что у них только были меловые доски. Ну, не сказать, что не развито, но когда Украина отделилась в 90-х годах, Восточная Украина, она так и осталась без развития. За непродолжительное время специалисты из Якутии построили и отремонтировали социальные объекты и коммунальную инфраструктуру города. Республиканские офтальмологи открыли филиал клиники, в которой оказывали помощь сотням нуждающихся. Завершив работу в Кировском, Архан перешел в опорный пункт, созданный властями региона на новых территориях. У меня такая работа специфическая была. Я работал с замполитским корпусом. Не доставка гуманитарного товаров, да, а именно я работал с офицерами. В связи с тем, что у меня было знакомых, очень много знакомых по военному училищу. И у меня были контакты. Я курировал такие вопросы, как отпуска, награждение, самовольное оставление частей. Были очень много вопросов по многодетным мобилизованным, которые были ошибочно мобилизованы, которые должны были уехать домой. И были ребята, студенты, очники, которые тоже мобилизовали и ошибочно поехали туда. Ну, сейчас более-менее как-то наладилась эта работа, а в самом начале оно, как бы, скажем, не очень хорошо как бы работало. Да? В числе прочего, Давид занимался и вопросами военнопленных, и даже розыском. В его обязанности входило составление документов общения с командирами, в том числе на противоположной стороне линии фронта. Переговорские и бумажная работа. Нам как бы поступали сведения, мы проверяли, действительно он ли в плену. Там у них есть ГУР, Главное управление разведки. У них там Буданов. С их ребятами переговаривали, и они говорили, там, да, вот действительно он есть. И там очень много было таких людей, которые этим пользовались, злоупотребляли, скажем. Находят погибшего бойца, и родственники говорят, что он в плену. Отправляйте деньги. Люди, что делать? Ну, они за последнюю соломинку берутся и отправляют деньги. А в конце получается, что он погиб. Либо берут плен, да, действительно, выходят с ними на связь с родственниками и выуживают деньги. И в конце убивают. Поэтому я всегда советовал, вот, если вы ходили, вообще ни копейки не отправлять. Потому что в ГУРе тоже там есть низы, есть свои верхи. Тоже жестко пресекается, когда вот в низах начинают бойцы себе деньги делать. Поэтому, когда они деньги делают, уже товар отработан, его убивают. Поэтому, если его показали в видео, да, ролик, это уже шанс, то, что он живым вернется. И тех людей, которые показали, они как бы не будут убивать и растерзывать и выуживать деньги. После этого Давид решил, что пришло время защищать родину с оружием в руках, и подписал свой первый добровольческий контракт и попал в батальон «Скиф», в диверсионный разведотряд, который был составлен в основном из севастопольских казаков-пластунов. Они стояли в Солидарском направлении и дислоцировались в Луганской области. Я был сначала замполитом, потом был командиром якутской роты. Там мы создали якутскую роту Тыгандархан, так называемую, и держали оборону между Солидаром и Бахмутом. Вот мы стояли. У нас там такой интернациональный такой батальон был. Ну, идея такая была, что скифы — это прототюрки, протославяне России. Ну, мне зам командир батальона сказал так, поэтому мы создаем такой батальон. Были осетины, осетинская рота была, молдавская рота была, якуты были, ну и из Сирии были, и арабы были, и казаки в основном были. Столь разношерстный национальный состав на слаженность подразделения не влиял. На различия никто не обращал внимания, их объединяла одна цель – разгромить противника. Было очень интересно воевать бок о бок с другими национальностями, узнавать их менталитет. Ну, у нас связывало одно – русская душа, да, скажем. Хотя бы мы другой национальность, другое вероисповедание и другой язык, но у нас объединяет русская душа. Мы все такие благородные, великодушные, вот такие вот люди. И с такой ментальностью нас вот это вот связывалась одна ментальность, скажем. Ну, на войне пропадает такое чувство, такие какие-то плохие чувства пропадают. Ага.
И люди становятся более открытыми, что ли. И вот спустя вот некоторое время я начинаю скучать по тем временам, по тем отношениям с людьми, которые там тогда были. Вот не знаю, как подобрать слова. Все те плохие качества, которые здесь, как бы там, интриганс, вот эти вот завистливость, оно все пропадает сплошь. Вообще напрочь пропадает там на войне. Оно открывается, как бы оголяется все. И там еще были армяне с нами на одной позиции, которые еще воевали там, не знаю, в 90-х годах где-то воевали. Они очень хорошие ребята. Рядом стояли вагнера, которые ребята с Вагнера, там оркестр у них был отряд. Очень хорошо воевали. Такое же единство демонстрировали жители Донбасса. Это радушие Давид запомнил еще по работе в Кировском. Однако за пределами Донецкой и Луганской республик отношение к бойцам разнилось. Когда по роду своей деятельности я когда ездил, ЛНР, ДНР, там процентов 90-98 они поддерживают нас. Но есть товарищи, которые непонятные. А в стороне, там, Запорожье, Херсоне, там люди говорят, лишь бы не было войны. Вот такое вот отношение. Как бы, будь кто будет, но главное, чтобы люди не погибали, чтобы дети не погибали, чтобы люди не умирали. Вот такое вот отношение было. Ну, как бы я честно говорю, что как я видел. Ну, это чисто мое личное сугубо мнение. А вот ДНР, ЛНР, это да, это наши люди. А в Запорожье и Херсоне там есть товарищи, которые не очень, как бы, скажем, рады. Но я рад тому, что как бы, они в открытую высказываются. Я в Мелитополе, что ли, там один дед пришел и сказал, вот вы, говорит, там интервенты, вы приехали, у нас вы плохие люди. Я говорю, спасибо, дед, за честность, потому что, если что, я буду тебя бояться. А есть люди, которые там на лицо хорошо, как бы, да, а знаете, какие мысли у них непонятны. Поэтому в этом плане я ему поблагодарил, он тоже говорит. Потом нормальных отношений мы стали с ним. Двоякое такое отношение. Хотя родное для Давида Суворовское училище не готовило курсантов к боевым действиям, устав они изучали. Но попав на фронт, боец понял, те знания из 90-х устарели. Сейчас другая война. Нас учили, то боевой устав был это наподобие Великой Отечественной войны. Это танковые атаки, там штурмовая авиация. А сейчас формат совсем другой. Сейчас война дронов. Есть люди где-то вдалеке сидят и убивают людей дронами. Очень много парней погибает, которые себя посвятили себя в войне. Они были мастерами спорта, но не видя даже врагов, они погибают. Потому что там на стороне где-то блиндажи сидят, какие-то вот ботаники сидят и, управляя этими дронами, всех убивают. После окончания контракта Давид поехал в родную республику. Прошел реабилитацию, вернулся к гражданской жизни и работе. Но какая-то неведомая сила все равно тянула на фронт. И тут пришла новость о том, что для участия в СВО создается отряд чиновников. Из числа чиновников Дальневосточного федерального округа создавался отряд. И он был прикомандирован к БАРС-22 «Тигр», который, в свою очередь, был прикомандирован с бригады морской пехоты 155-й морской бригады. И они воевали в Курске. И я охотно согласился, и мы 1 сентября мы подписали контракт. Ну, поехали мы отсюда в августе и подписали контракт с 1 сентября. И находились, ну, мы еще 2 недели проходили учебные сборы в Удмуртии, в городе Ижевске. У нас была аэроразведка. Это беспилотные летательные аппараты самолетного типа, которых я ни разу не видел. Но это были новые самолеты. Это новые аппараты, которые очень эффективны в этой войне. Потолок у них 5000 метров, то бишь они до 5 километров поднимались и все как бы в режиме нон-стоп показывали в штаб. И наводили артиллерию, наводили минометы и выполняли роль разведчиков. Ну, слушай, оно звучит даже как-то немножечко
стран или отряд чиновников. То есть, ну, я знаю, что там, да, там вплоть до замминистров Да-да-да. Гоша был у вас. Ну, смотрите, правительство, как бы, да, сейчас в правительстве тоже работают люди, и они должны, как бы, тоже чувствовать войну, и тоже должны провоеваться. И, ну, не то, что должны, а чтобы не быть голословными по работе с мобилизованными, с участниками СВО, они тоже должны этим дышать, это знать и вкусить вот этот вот боевой опыт должны иметь. Сейчас везде он внедряется, а с Якутии сейчас очень много чиновников ушли воевать. И достаточно хорошо, эффективно воюют. Вот замминистра молодежи Петр Шамаев, мой друг, да, он воевал в составе Барс-2 Ботор. Сейчас он тяжело ранен, лишился правой ноги, и сейчас он проходит реабилитацию. Я надеюсь, он вернется и будет работать. И когда он работал здесь с военнослужащим, он мне постоянно говорил: вот, видите, я хочу пойти, как бы, почувствовать, что такое. Это я работаю с молодежью, с ребятами, которые воевали, а я не знаю, что это такое. И мне как-то стыдно смотреть в глаза ребятам. Поэтому из тех побуждений он пошел воевать. И вот когда он вернется, он уже точно будет знать, что говорить, как делать, как его воспринимать. И также вот здесь чиновники тоже, когда на местах, не должны, как бы, сидеть, перебирать бумажки, скажем, да, условно говоря, а должны знать что-то такое. Отряд чиновников выдавливал врага с территории Российской Федерации. В околовоенных кругах многие отмечали, что именно в Курской области ВСУ проявляет чрезмерную жестокость, особенно по отношению к мирным жителям. Там заходили-то и отборные части, скажем, это национальные батальоны, кракены, вот эти поляки. Такие не мобилизованные простые граждане заходили, а такие идейные националистические подразделения заходили. Да, они были жестки. Мы там вот Снагость, Гуево, где мы были, там почти мирного населения не осталось, которые успели убежали, а эвакуировались, то есть. А то, что где-то остались, почти все поубивали. Поэтому там было жестко, да. Ну, для того, чтобы там сеять страх и показать, что вот правительство ваше до того дошло, что на нас спустили, мы убиваем. Чтобы показать нашу слабость нашей стороны, да, может быть, я так думаю. Но своей, как бы, части оно не сделало, наоборот, перед этой войной, перед этим страхом народ сплотился, скажем. Сейчас, когда отряд чиновников вернулся в Якутию, Давид снова вышел на работу. Временами мысли об еще одном контракте приходят в голову. Но он понимает, что и в тылу его знания и умения нужны не меньше, чем на фронте. Вы знаете, да, как бы хочется, да, но тут тоже должен кто-то работать. Должны производить работу. Без тыла фронта нету. Тыл тоже должен работать. Если мы не будем, как бы, здесь восстанавливать все то, что разрушено, не обязательно, как бы, там войной, а сознанием, скоро вернутся ребята, специальная военная операция все равно кончится. Вот работа с ними — это очень важная работа и очень сложная, скажем, в психологическом плане. Опыт Великой Отечественной войны показывает, что, да, вернулись очень много инвалидов, очень таких ожесточенных людей, скажем, на власть, на жизнь. И наша задача сейчас отрабатывать в этом плане, чтобы бойцы, приехавшие обратно на родину, начинали строить мирную жизнь, чтобы развиваться еще дальше, чтобы не было такого, что там, помните, там после чеченской кампании был чеченский синдром, и начали люди спиваться, чтобы этого не было, чтобы опять страна не скатилась назад, а чтобы наоборот оно развивалось. Сейчас очень хорошая такая программа «Время героев». «Время героев», которая была поддержана Владимиром Владимировичем Путиным. И сейчас еще есть оригинальное, как бы, «Время героев», «Земля героев». И вот это вот надо поддерживать, обучать ребят, чтобы они там
не чувствовали себя обездоленными, чтобы они не были одинокими в своем плане, чтобы они были нужными стране сейчас. За время участия в СВО Давид глубже взглянул на российско-украинский конфликт. Сегодня он не рассматривает его как противостояние двух разругавшихся государств. Считает, что он шире. Это противостояние различных цивилизаций, которые иначе смотрят на устройство мира. Мы боремся за то, чтобы остаться самим собой. Мы россияне, мы за свою многонациональность, но при этом оставаясь с русской душой, самобытностью, со своей ментальностью. Если оно будет идти к нам и завоевывать, и если мы изменимся, знаете, убивание своей ментальности, культуры, традиции — это хуже, чем физическое уничтожение. Мы как народ перестанем существовать. Мы за это и боремся. Не за то, что там житель Кировска хорошо жил, да, в широком понимании, а чтобы остаться самим собой россиянами. Наступит победа, в чем мы не сомневаемся. И представьте такую ситуацию. Победа, все, у нас выведены войска, существует страна Россия, существует государство Украина, два независимых государства. И тебе звонит Толя Шевченко. Говорит: привет, Давид. Я, конечно, с радостью восприму его. Ну, если он пригласит в Киев себе, я съезжу, почему нет? Я не потерял его он как мне брат. Мы учились в одном училище, в одной роте, в одном взводе, в одном отделении. Очень много ребят, которые в белорусскую армию ушли, которые в украинскую армию ушли. Я зла не держу, это просто недальновидная политика вот тех нерадивых политиков, которые киевский режим, этот Зеленский, это... Что ли Шевченко, он в этом не виноват, скажем так. Просто он солдат своей родины. Это просто такая плохая политика Зеленского и западных стран.